Эта телеграмма пришла только что. И вот первый импровиз, который я хочу с него начать, я хочу начать именно с вот этой телеграммы, с этого письма, которое прислала учительница Аслана. И с вашего позволения, именно с чтения этого письма мы и начнем нашу встречу. Любовь к книгам и солнечность в таком светлом ореоле помнится мне славы. Ученик 9 класса Аллахирской второй школы. К сожалению, класс его мне не довелось довести до выпуска. Да, и небольшое по времени общения не дает мне права считать Аслана моим учеником. Однако такие люди, как братья Багиевы, остаются в памяти сердца навсегда. Разве часто учителя получают сочинения по классической литературе в поэтической форме? А Аслан изъяснялся стихами уже тогда. И хотя были определенные требования к объему и композиции сочинений, было невозможно не оценить содержание его стихов на отлично. Книги для детей его родителями подбирались не только для чтения, что уже немаловажно, но и для эстетического развития, с цветными иллюстрациями хороших художников. Их у многодетной семьи одалживала даже школа, когда коридор начальных классов решили украсить цветными иллюстрациями к детским произведениям, для чего рисунки увеличивали и копировали с помощью эпидиоскопа с книг, на которых воспитывались дети Валентины и Казбека Багиевых. Царство Небесного. Сегодня, постоянно вслушиваясь в ритмы стихов Аслана, погружаясь в глубины его раздумий и ощущая биение неравнодушного чуткого сердца, поражаясь его генетической памяти и стремлением к справедливости, понимаешь, что учителя второй школы, которых Аслан всех до единого признают своим, выполнили завет великого педагога. Учитель, воспитай ученика, чтобы было у кого потом учиться. А он растет не по дням, а по часам, совершенствуясь и обретая мудрость. Валентина Тикаева. По скрипту. Искрящееся добродушие и поэтический дар, доставшиеся от родителей и самой природы, развитые трудом твоей души, да пребудут с тобой, Аслан всегда. Зал этой библиотеки слышал очень многих замечательных поэтов. И в этом зале, и в зале на втором этаже я приходил и открывал себя не просто новых людей, открывал для себя новый мир. Потому что каждый человек, а здесь много людей, которых я знаю, которых ценю, которых люблю, зная их и жизненные позиции, зная их творчество, я испытываю к ним огромное и абсолютно искреннее уважение. И то, что вы сегодня пришли в этот зал, это
мне кажется, в этом тоже есть оценка творчества этого удивительного, на самом деле удивительного человека, потому что, познакомившись с ним, я открывал для себя, как бы и самого себя. Я находил оправдание каким-то своим мыслям, каким-то своим поступкам, потому что когда жизнь никогда не была простой, и мы сколько угодно можем говорить о том, что ох, как тяжело, а когда видишь в жизни цельных, сильных, смелых, добрых, честных, порядочных людей, ты понимаешь, что в жизни есть какой-то свой закон. Я его называю законом равновесия. Я, читая стихи Аслана, открывал для себя и находил, они для меня самого становились источником какой-то внутренней поддержки. И сегодня его стихи будут читать и профессиональные артисты, и люди, которые являются его друзьями. Люди, которые говорят, мы говорим просто из жизни, потому что сами его стихи, они из жизни. И я хочу спросить его самого, почему ты стал писать? Расскажи нам о себе. Писать я начал, наверное, в детстве самом. Второй, третий класс я уже, в принципе, писал. Избивался над учителями, избивался, друзей там, шарши, такие стихотворные формы. Ближе. А серьезно писать я начал, заболел мой отец, очень серьезно заболел, и у него была гангрена. Он лежал, я уже не раз рассказывал, в его глазах угасала жизнь. И я стал писать стихотворение и читать его, как-то хотел его заинтересовать, чтобы он ожил. И какое-то время, какие-то мгновения, вроде бы получалось что-то. А потом я начал писать роман «Француз». То есть я задействовал своего отца, его жизнь как-то стала ему интереснее, он увлекся чем-то, и мы вместе создавали этот роман, как-то писали. Роман был дописан, и в этот момент он мне задал такую задачу. А давай роман уже написан, и там все, что хотел, сделал. А теперь кни туда осетинского князя. Ты сможешь это сделать? Я смогу, отец уже этого не увидел. Сергей Кименович дошел амбиром. И шадом же хацарал, кадума басован пые, дувана хавши шахта, и лаген дувана хавши. Мадараж марлауди, а на зурге. Книга «Француз» вышла буквально в годовщине моего отца, который был Сергей Кименович. И слышно. Я неправильно держу просто, да? Учиться у наших артистов надо. Как за это барахтаться? Еще раз громко хочу поблагодарить Сергея Кименовича Такоева за то, что он дал мне возможность выпустить книгу «Француз». Хотелось бы, чтобы у нас в нашей маленькой республике, независимо от национальности, помогали друг другу, что-то делали хорошее, как это делают наши старшие, как это делает Сергей Кименович, как это делают мои друзья, сидящие в зале. Арфа, да, автора. А почему именно француз? Вот я все хотел сказать. Почему француз? Почему этот сборник «Француз»? Жан-Сенова Курасол, она нагай фашка, Савей Арбаш Маданна, Фаламада, Саадам Арбурда Штаба, Лодунан, Дуркачава. Сазыш Иро, Саунаш, француз. Иро, да, считает. Фале, Ворожи, Чебакашка. А что, что то француз, но Франций, Дуркачев. Вот газы Иро, Кляжиш. А запутанная история, ее надо читать. Я не могу в двух словах объяснить, почему. Человек, его биография, это все равно это отношения с близкими, прежде всего, людьми. И это, может быть, самое главное событие. И когда я прочитал, узнал, что этот пацан уже в 4 года начал читать, что он записался во все алагерские библиотеки, что
человек читал, и не знаю, вот, и папа был очень культурным человеком, и мама была частью культуры. И вот все это так или иначе складывалось, и это та среда обитания, которая, в общем-то, в которой и вырастал человек по имени Аслан Падиев. Я хочу пригласить на эту сцену детский проект Римы Царикаевой на стихи Аслана Падиева. Рима, я хочу. Добрый вечер. Сегодняшний вечер для меня особенный, потому что в проекте «Актерское чтение» участвуют дети. Это первый раз. Вот. Это было пожелание самого автора Асланбека Падиева. И вот в преддверии Всероссийского праздника Дня защиты детей ваши пожелания, ваши предложения заслуживают, конечно же, восхищения. Спасибо вам большое, что вы детям предоставили такую возможность. Я уверена, что дети запомнят сегодняшний вечер. На сцене будут будущие народные артисты, педагоги, академики, ученые, а может быть и президент. Знаете, что не бывает. Вот. Они запомнят вас, Асланбек Падиев, и я думаю, что в будущем они не раз еще обратятся к вашей поэзии и стихам. Спасибо вам большое. И сейчас приглашаю в поэтической композиции участвуют ученики школы номер 13, педагог Танделова Роза Борисовна, и учащиеся школы номер 18, педагог Ирина Ахшарбековна Накисова. Пожалуйста. С рождения, пока я рос, все задавали мне вопрос. Мне не дадут спать и есть. Скажи, мол, а кто ты есть? Я вырос страшным забиякой, в обиду не давайтесь, и часто ввязывался в драку, лишь за вопрос, а кто ты есть? Тот юноша теперь мужчина, что презирает ложь и лесть. У злости лишь одна причина. Вопрос дурацкий, кто ты есть? За жизнь мою успели люди вопросом этим надоесть. Втянул широкой воздуху грудью и показал, кто я есть. Сейчас идут лишь за советом, и я решил подумать малость. Отдать вопросы и ответы. А что в итоге поменялось? Твори, поэт, ты должен петь, гори и полыхай. Дыши огнем, тебе ли петь, тебе ли отдыхать? Живи глубинами души, жизнь коротка, мой друг. Борись, беги, кричи, дыши, пока есть сердце стук. Не расплескай свою любовь. Успей ее раздать, воспой друзей, родную кровь, своих отца и мать. Свети звездой, даря зарю теряющим свой путь. Для этого Господь твою наполнил солнцем грудь. Ворвись словами и добром в сердца, умы и души. Пусть озарится каждый дом на море и на суше.
Живи, гори, твори, дыши. Ты дух земли, поэт. Словами грей своей любви, неся добро и свет. Куда ты говоришь? А сколько нас? А ты хотел их только на показ? Ты не успел. Пойди и догони. Но в торопях судьбу не обмани. Не сиди в грязи, если ты упал. Больно, но ползи, чтобы не пропал. Полюбил, гори, сердце не жалей. Отступил, умри, жить еще больней. Хоть устал, иди. Слабость первый враг. Цели впереди, делай новый шаг. Не стоять сейчас, чтоб дойти потом. Это мир для нас. Отдохнем потом. Прозрачна и чиста, свежа и глубока, легко скользя по заданному пути, несет покой и радость берега, шутя от мысли отвлекается. Так плавно волны камни текают, дальний соединяйся в них. Секреты мест, в которых возникает природа нежность и ее любовь. Нет удивлению конца, нет предела. Земной водоворот бежит по кругу. Какое каплям друг до друга дело? Для чего они так преданы друг другу? Насколько чутким надо быть к соседу, чтобы сливаться с ним на долгий век. Шторма и бури общей победы делить, не останавливая без. И каплями единым, общим целым, чтоб войском миллиардным помогать природе заниматься добрым делом и охранять от нас природу. Слезой по изможденным векам бежит соленая вода. Без руки инвалид-калека, герой войны, герой труда. В руках заправлена кура, блестящий орденами китель, ранений шрамов многократных, наградами укрыл воитель. Дойдя до памятного танка, знакомых гусеничных звеньев, старик безудержно заплакал и опустился на колени. Оживший танк летел в атаку, прикрыв броней советский мир, снаряд немецкий бил по бакам, зло матерился командир, по пальцам гусеничных траков прямой наводкой снаряд ударил, а второй по баку. Живьем товарищи сгорят, механик потеряет руку, но выживет, и каждый год он в этот день приходит к другу, что, как и он, еще живет. Эмоции людей. Все хорошо.
Пришла война, сынишка обнял маму. Я ухожу, мне не сидеть в тени. Я буду гнать с земли священной гадом. И до той поры, пока стоит материнский плач под нашим небом, под палящим солнцем, под дождем, буду гнать фашиста хлесткой плетью. Я тобой для этого рожден. И уйдя, исчез в пучине ада, не увидеть старому отцу своего единственного чада. А война не близится к концу. Некому разнять вошедших страшный, смертный пляс воюющих сторон. Из болот, из сечи рукопашной тащит души смерть на оболон. Из семей по 9 уходила на кровавую и страшную войну. Где они? А где ты их убила? Кто бы сына матери вернул? Безутешны девицы и вдовы, бесполезны взгляды и слова. Каждый день от писем похоронных мокнут деда в старых рукавах. Все покрылось черной одеждой. Горы с неба рухнуть собрались. Реки не текут по руслам прежним. Травы ржавым соком налились. Хашт архатцы, зурым адмешан. Ней хазар бада, уж салон. Амасан манажа холжнак иш. Мадалтан ушаша калун. Вадма мамман талмакаш. Вуман маны ярдай, вуй махаш. Асидлап. Жахуш кудуфешак. Налай пензен жарон фудсаш. Вас шнагер тахтар сува ехаш. Да, хазар дей, аргон, тахаш. Юбнатай, параш гайсы дышта, каршта хуфакал той бира тук. Сашигай, хулас видал ты дышта, чиня шатцан, жарот мадан шу. Салла пуй басаров тут хашта, сал хат ты фадиша под басыт, сал хат ты фасиш, картих да жарда, сал хат да арсыт да ут ашма. Ажваржен дунеї обжекно, волазиюма тункту. Не заважай дає літом, на обжак аж артхан. Я фалман шифтер ти шершен, я олдер фулуман ти ахаш. Я хухти ти крутей кашен, набавшиться масеште акаш. Аж фектон аллахоже адом, андержахту дар фадан, фала. إيران أبجاج آدم فيروخ مقارو ندم مفنت ومخاشتا قوم لخخت بهم مشطوب من بدرت والدف من زخلو جديد الشري تنفرتوب من مفضلت وجدان أبجاج ناي راي دايد ناي كارول مجردا درفت ديجا زان نماين شيبن جارن دو شارون فندر أنا القدر سارة رجبان خش كنك كواش خود يفقد بونت تنبشر تشجع كوخت يون الجار أكشتي يقالش قود
Аида, закусишь сыр? Аида, баба шинает павод, полосы кушаешь? Саште хош ракаш, кумбил пирам. Ирын мı duravdalın? Da saçta tırnakışdır duravkış. Bana mı azıp bulun kahatın yer barıştay? Da kadık mı kuşkortaydı rajay? Rabstam da tağlat idara şakır. Bana. Ama damnaci on kışın tuğunu marayyav. Măjın kunduf şımır. Pagatı aşlım began rarfa kanam. Aftanam değil. Ирина, автокай нухмау, хиштакаш държум. Фалтал абар, ама алвиш. Кайнухтам, автомын қауы. Аждарма фырматай алқойяштарнадан. Нахы библиотекама жағынар құттой, құтызан, сывызан. Анақын школай, ұттық мидіп құрар көттай. Нацо библиотекамадан со оладан пагаты ашлан бергі. Înțăplătă ahupărit. Гыцылнана, мын фандытабын дахайла вартташкана. Lavărtădam, nărsalınma, apira, alvișon, ayda faşmıntın databıya. Otma tışma hoş adama battıştur. Çırtonda damaya tınıkış, aftamay bahsedinak. Ивашлал ашта чехат, ама фидатхас, алгавырта фиро. Mana nisi okkanı. Ама танцындата, алдыбы дыхалта балыва танзыштам. Oma ayda, yılçışıl satala bartağın kuşlarına vut. Ама да мыни сырухкана, ады магих хику хайсышкана. Яшырды қарын камбаласан, мынзы архнай. Bamba ștontă, aldım bădiu cuvgăia bătoi, ama să ștai, arfă ți-mă lăvar cotoi. Уй пантон жончим чешкуда, ода са балыва архана. Sadece darman fandır aşkın degen balıva arhana. Yanılmay tavaştıtam. Все, да? Подожди. Просто слушать стихи. Стихи, которые будут читать разные люди. Каждый будет читать, как говорится, в своей собственной аранжировке. И, наверное, в этом есть свой особый интерес. Ну и, разумеется, что первый, кто должен читать стихи, разумеется, автор Асламбек Пагиев. Можно попробовать. Я пишу с такой скоростью, что просто не успеваю запомнить свои стихотворения, поэтому буду читать листом, если вы не против. К чему мне слава, я поэт? Зачем я восхваляю белый свет, его дыхание и шорохи любят? Я не желаю славы и карет, и о себе пишу. Себе и для себя. Пишу о тех, кто верен был в пути, о дружбе нашей в небеса трубя, о тех друзьях, кто не успел дойти. Я о тебе пишу, тебе и для тебя. За пожилых родителей
дедов, кто ни на миг не бросил нас одних, а тех, кто жизнь за нас отдать готов. О них пишу, для них пишу, за них. И, обрекая словом наши чувства, я радугу пишу, и детский смех, и, пользуясь дарованным искусством, пишу про всех, и всем пишу про всех. Я разорвал тщеславие ремни и разрубил оковы лжи и лести. Мне не нужны регалии земли, я приверженец совести и чести. Поэты не рождаются, у них свои задачи на земле, мы острие копья великой правды. Поэтому не надо славы мне, не славу мне, а Божью благодать и чистый дух. А слава не нужна. На этом свете славе не бывает. Ну, а в Антоне слава не нужна. Дыхание Владикавказа. Читает Рига Купеева. Дыхание моего Владикавказа. Сиянием звезд сверкают лица. Десятков тысяч пышных фраз достойна ты, моя столица, любимый мой Владикавказ. Несется терек с горных склонов, твои лаская берега, и чудом, насладившись снова, уходит в дальние бега. Твои колокола при храмах вовеки не устанут петь, и восхищать не перестанет твоя суннитская мечеть. Мой город — птица, город — песня, хранимый солнцем и луной. Живи, 200 000 000, любимый город мой герой. Храни памятные даты, былых побед твоих места, лежат в земле твоей солдаты. А песнь великого куста летит, расправив в небе крылья, напоминая о былом. И музыка его фандыра заветом льется за стол. Я специально сказал, ребят, может мы будем выходить из-за кулисы, ребят, не надо, я хочу, чтобы вот эта связь с залом, она была вот какой-то материально ощутимой, не просто. Потому что вот в этом есть, может быть, какая-то, не знаю, мне хочется, чтобы человек, вот он уже выходит, Вова Кумалагов, давай, жалко, он уже... Володя Владимир Кумалагов, блестящий человек, замечательный актер. На самом деле, я его очень люблю и отношусь с огромным уважением. Адам и Рон театр нас зовут. Плохой актер, такой Джон Адам. Владимир Кумалагов. Кудваржа, Жарда и Раштон. Аллах подношается. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо нашим ветеранам за их бесценный труд. Дуром мечом. Казаха был дурловод. Пораженный каждый счастно. Я вижу гус, хашкон, я вовчетер, варахма. Астурдиш, маржон, тахчын, я финаматта хохол, хиважар, калмазахчын, я карлыя, я тохол. Я бымма, гуняй рват, лаштар гухвар, ажмиш, фаларват наутнамат, агарлыштарниш. Шадагая штахутный штур, аж, веппате валдар, намайдым гатав хур, сумакал андар, жмахта чишту, кайфаут, ажмишма алак,
Sen oğul şuşa geçer lışlar vurmarın. Gıttılı pradıl hasılış. Yamaş deliyle kraşta. Arsılış bon bakışıt fasış. Vakş vurmalay açta. Kazak bılay rakıl dur. Yakar fasılış dardıl. Yakar şusta koygaya vur. Farkın doyun. Yamardım. Удивительный человек, молодой, талантливый, поющий Ренат Бучмазов. Раз он на сцену, Ренат. Бучмашка Ренат. Жахылнай қождардыға, фаршындадыңға, дымын жақ, қождар конфеттай ирі, камайыш құрыбын мажақ, нәфш камиш автадың, каважыз автадың, күт ам, конфеттай дырышуқтар қақта, шықдагдарды конфеттайра, кам авара, қысам екақта. Машар маху, сахар такала, anar laugădată nărtivat, Jalmamăn bonă gonășta, Cam fegăniș, hoșdar fașivat, De șepătăi, bănăști hoșdar, Da akaștu davan varah, Davan da udânai andar, Anau omga, barja, jah, Jardar, cât zinca dăvân, Mafalman jardar, Mahaștor, Хосава вала в татабу, Шахдару, Хушар и Рашто. Марфанды заган, Штырбузнак, Тачагдар Хошаван, Хахам, Адайма тюна кей базунга кутта, Витахай. Adam biranay, kaşı nevzar, hay kırkulonu, hay kudayragu, hay ironu, al keder varzı. Ya uda, kuday zahon. İsim kazdı bu, ama uşu kazdı bu. Adam da var kene, ama adam al kaşı adayma da. Uşu kazdık şinal, ya zerde tutar fıldar kene, ama kendi zahon işler bizne. Aslan. Ренат Бучмазов. Зимбат, да хибанан фермка, фадиш. Опоздавшим папки не давали. Просто не вообще чушь. Мне очень приятно всех видеть, конечно. Я вот за второй раз на этой сцене. Очень давно не было вот всего того, что сейчас происходит в нашей республике. Спасибо Рине Царикате, или Царикаевой, сейчас можно писать Царикате, там Коти и так далее. Очень приятно, потому что я за последние, наверное, 20 лет не помню, чтобы я читал стихи. Никогда не хочется, чтобы ты опозорился и так далее. Но когда встретился со Станом, я не знал ни поэзию его, ни его, хотя я тоже лагерский, но он еще молодой передо мной. Но когда показал несколько стихов, что можно прочитать, я сразу выбрал то, что мне было по душе. Уже волнение полное и так далее. Ашаштиш мауда пару, налмниш майта махурта, анасашик мабон налу, арвайм ажгалус дурта, аш коттойна, адив коттой, раттой на кух, на ках, аман на барку хортой, джихай лаудышталмах. Наваждал манын на кашынс, но харина акветта саш, иры жардама фалашынс, выйдар бахарой, ахаш. Кайма сарон аж иры,
Алчиза яхисан жад, ажнаг на кудбамбак пиры, дихкан нажах накат. Хамаумани чикаши, алчи яхима фасиш, фашта каруя, махалаша загай карканын, фадиш. Нахатный куратта да тхужда плакаста. Барахашко дал. А я опять приглашаю на сцену автора. Арра Фияу Аррафорд. Кожданın nüfuşta Rafi. Автора оди, кожда nüfuşta Rafi ya. Şöyle vatsaga nüfuşta mağın donk zu, imeniş. Ima nüfuşta Rafi ya Arraford. Natar ikenam, видно. Фияу хазарыш комыл, яхир жырфырд. Фышты эстейтар та комыл, амбал вишу шырд. Жахта бир, ахшав коммы суан факоттон аш, фырыштон гай мафырдойны штаджи кад нефаж. Амажым матук да фышты, фех фышкен махур. Дахидер душларында тыштан бахуш курта, хур. Фияу акаш биш язлукна, шахак дефалой. Ныркыт бавна лучше трудно, кымын амалой. Макал как на хойраге, то конрадтын науфалатын тон ахормаге, кыт ну бавымду. Карт вахашта, ухайштыта, тугынар лога, сарды фашта хатты зырта. Машга, масауга. Хафын сөйдім дұлда шыртты, тады күфті цау. Е арралак амафырду, чылгой бак каву. Народная артистка нашей республики Диана Черчесова. Сарда Фарыкова. Добрый вечер. Очень приятно сегодня видеть в этом зале всех вас, Аслана, Едика, конечно. Я хочу сказать, прежде чем почитаю стихотворение своего однокашника, что мало здесь в зале людей, которые знают Аслана, наверное, больше, чем я, то есть детского сада. Да, мы уже, наверное, не школьники, но задор остался тот же. Я помню Аслана такого веселого, задорного, очень интересного, всегда в общении. Если честно, какое-то время мы потеряли друг друга из вида, волей судьбы. Конечно, мы были заняты, наверное, каждой своей судьбой, разными делами, но, как выяснилось, творчеством занимались всегда. Да, это хорошо. Наше поколение гордится тем, что у нас очень много творческих людей. Я сегодня хочу почитать стихотворение Аслана. Я не одно стихотворение выбрала. Аслан мне дал такую возможность. Выбери, почитай то, что тебе нравится. Ну, я могу поделать, если мне много чего нравится. Буквально вчера опять что-то пересмотрели, но я хочу почитать именно это стихотворение. Вот то, какого я помнила Аслана с мальчишества и до сегодняшнего дня, он сказал сам в своем стихотворении. Сард Фанкут. Харжбон Машаби Раштек, Мабурти Амасафора, Рашгауда Маштек, Маашта, Хурсинейза, Харжбон Маргон Батта, Мажон Зонах сарбын хышы, маваржун клашмын гатта, ама урочиты фышын. Харжбон лапула жашты, мажардайы важаврадыд, мажарон шыхаклы харшты. Харжбон мамады мамапыд. Агаш мамсур маладжбон,
аргом лаугудда сурылак. Поды каттых, алпывдың марон, мабот сойы ныппат жымық. Анқал макаш жарондымай, давандар рацынан махаш, манан давай фализаннай, пасаундам, анқал макаш. Спасибо вам всем. Для сети тема войны и тема военного человека – это особая тема. Я вырос еще в те времена, когда в семье рождался мальчишка. Главным пожеланием было Белопутин, офицер, шот. Когда было стыдно не пойти в армию. Когда уход парня в армию и его приход – это было целое событие. И, наверное, не случайно вот такое количество героев Великой Отечественной войны. Я помню давно, когда узнал, прочитал, что в 1917 году в царской армии от младшего до высшего офицера, то есть генерала, было 3500 осетин. Вы можете представить, какая это махина, какой это интеллектуальный, культурный слой, потому что слово «офицер» во все времена это был не просто признак успеха, это был признак особой касты, в лучшем смысле этого слова. Это и уровень, и человеческий, это человек чести и, несомненно, высочайшей культуры. А зная, сколько сынов ушло из нашей маленькой Осетии на войну и сколько не вернулось, каждый из нас понимает, что для нас понятие «служу отчизне», быть офицером – это великие и не пустые слова. Я никогда не забуду, это, опять-таки, вот в этом смысле мы люди одного поколения, одного воспитания, когда я в Москве учился, и во время афганской войны я вышел из станции метро ВДНХ, и навстречу молодой майор, наверное, ему лет 35, и на его груди была звезда Героя Советского Союза. Мы же понимаем, сколько силы, сколько веса, сколько значимости в этом слове «Герой Советского Союза». И во мне было, да, воспитанное, оно и должно быть, абсолютно естественно, чувство уважения. Мне хотелось подойти к этому человеку и пожать его руку. Я постеснялся, но и сегодня я вижу, что опять поднимается престиж, уважение к человеку в форме, к армии. Я хочу, чтобы это было всегда. И вот стихи о войне, мне кажется, символично, что первое стихотворение прочитает потрясающая женщина. Человек удивительной судьбы, удивительного мужества и силы Сусанна Дугина. Я думаю, что он говорит, кто этот человек вам не нужен. Сталинград. Страшно читать после народных артистов, после заслуженных артистов. Ну, я с Асланом познакомилась недавно и в Фейсбуке посмотрела стихи, в которых он в предисловии писал, что я открыл архив отца и нашел его рукописи, и среди них было стихотворение, посвященное 50-летию Сталинградской битвы. Ну, я много читала о Сталинградской битве, о войне, очень чту героев, очень чту ветеранов, но эти стихи запали в душу, и когда Аслан сказал мне прочитать их, и, в общем, для меня это большая честь, я волнуюсь, давно не читала стихи, но я буду очень стараться. 50-летию Сталинградской битвы. Немало Русь видала грозных, несущих ад и смерть вождей, и на полях ее морозных немало вражеских костей. Но Гитлер в каждый дом принес и горе бед, и море слез.
Невинно пролитою кровью сынов своих и дочерей земля сыта страны моей. О них еще не раз с любовью напишут внуки, но тогда они сражались с львами, как их отцы дрались с врагами за счастье мирного труда. Забудут ли потомки наши людей за их свободу павших тот стройный миг тысячелетий, когда зашедших в бой отцов у тракторов и у станков вставали их босые дети? Война была-то не читой прошедшим воинам, нет, другой. Земля не видела такой грозы ужасной над собой. Враг был коварен и суров. Примеру следуя отцов, истории забыв уроки, он по чужим ходил дорогам, судьбу решив Европы в срок. Железный кованый сапог поля топтал его, Россия. Меж тем не русские, другие, страшась расправы над собой, ему отдали дорогие душе свободу и покой. В былых полях неодолим, он, полный счастья столкновений, и нас в победном опьянении хотел поставить на колени, как павших ранее пред ним. Он ликовал, он черной тучей сметал с лица земли моей творения лучших людей, культуру их и строй могучий. Народов, братьев и заков освобожденных был готов он превратить в своих рабов. Фашизм ядом напоен, из наших тел топил он печи и ненавидел человечьи порядки наши. Гордый он, искос сестер и наших жен, свои матрасы набивая, шагал оружием брецая и поражения не зная, как ранее Наполеон. Кровавый, жаден и жесток, он долго гнал нас на восток. Под натиском машины грубой мы отступали, стиснув зубы. Какие там еще отпоры шли разговоры среди солдат, но знали, верили, все споры решив у Волги Сталинград. И вот пришел он в Сталинград. Не каждому дано понять приказ страны не отступать, но он тогда нам был не нужен. Какой был жизнью нам отпущен, мы знали срок, что в отступлении и наша смерть, и смерть страны, и то, что выстоит должны и победит в таком сражении. Тогда отлично понимал и рядовой, и генерал, за Волгой не было земли уже для нас. Бои здесь шли за каждый дом, за каждый камень, за все, что мы приобрели, своими создали руками и дальше к лучшему вели. Мы стали здесь одной семьей, грузин, татарин, русский, немец, не только мы, и честный немец. И был готов из нас любой скорее пожертвовать собой, чем дать возможности врагам пробиться к волжским берегам. В бою сходились не солдаты, идеи смертный бой вели. И ради жизни люди шли на смерть, как деды их когда-то. Под грохот пушек, свист снарядов горели небо и земля. В аду кромешном из огня был весь окрест. Планета вся ждала вестей из Сталинграда. Ну как там русский богатырь, надежда наша и опора? Разбил ли немца, и как скоро он принесет народам мир? Здесь шла игра не в кошки-мышки, здесь русский немцу мял бока. Мололи здесь, как кочерышки, его отборные войска. В советской армии тисках здесь он, лишен последних сил, пришел впервые сволочь в чувство. Его военное искусство своим здесь русский подавил. Да, помнить будет немец долго, Катюши, наш разговор. Крушение полное у Волги, фашистской нечисти позор. В той грозной битве Сталинградской страна лишилась нашей братской не только армии солдатской. Что в битве армия? Ничто. В руинах наших столько пало людей гражданских. Бог лишь только тому свидетель. Но потомкам равняться есть на что. Казбек Харитонович Вагин. Даниил Четьев у нас как-то мне из школы подруга, учительница прислала видео на WhatsApp, сейчас в 20 году, и вот
Я был удивлен. Ребенок читал стихотворение «Идет война». Стихотворение не короткое. Как он его запомнил, я, во-первых, поразился. Во-вторых, сейчас посмотреть на его, вот как он будет это рассказывать, удивительно, как будто человек... Агаша, она гацула, как это... Идет война. В ауле горном, на коленях стоя, покрыта черной косынкой голова, пред старцем пала ниц, от боли воя, его невеста, бедная вдова. Прошу тебя, отец, не дай им сгинуть, лишь ты им можешь запретить уйти, не позволяй, отче, дом покинуть. Погибель им не дай не свою найти. Дрожит слеза, и сердце в старом теле толкается с душой, решая спор двух гордых, добрых, сильных, смелых. Смерть может отобрать у гор. Пришла вчера на сына похоронка, и оборвалось в сердце старика. Снял со стены оружие, винтовку, не держит ослабевшая рука. Борьба внутри, невестку жалко, внуков. Он приподнял ее, в глаза ей заглянул, убил в груди волнение и муку. Вставай, невестка, не позорь аул. Ступайте, дети, и свершите месть. Вас породивший, не посрамите горы, не уроните в битве дух и честь. А если смерть, то смело и достойно в лицо смотрите ей, с улыбкой бравой. Умрите храбро и покройтесь славой. Сражались храбро, первыми в атаку, всех за собою увлекали братья, врага за родину свою нещадно били, отважных братьев все в полку любили. Любили старшие бойцы в часы затишья, когда разрывов свиста пуль не слышно, рассказы слушать братьев о природе, о гордом независимом народе, о землях осетинских Божьем даре, заветах стариков и о Богдаве, о пирогах с начинками и пиве. И думали, приедем, будем живы. Но Бог войны не слышит наши мысли, и брошенной немецкой гранатой войной убитые поменялись числа. Волной ударной разбросала братьев. Уже им не услышать друг о друге, обняться Божьей милости не будет. Заплачет от соседей дед в сторонке, когда придут на внуков похоронки. Не выдержит у матери сердечко на дне Ардона дурного местечка. Себе она, не выдержав, найдет, стучится смерть дома, война идет. Мы вчера собрались здесь для репетиции, для определения порядка выступления. И когда мы услышали этого мальчика, честно говоря, мы все слегка обалдели. Это было здорово. Спасибо. Ну и опять приглашаю автора, потому что все-таки как читает автор, это что-то. На полях войны погибло очень много молодых, пожилых, старых людей. Но были люди, которые
Их нет. Цефешты, камышты, абону, медали. Раскинулась ракита над рекой, упрятав с ней тайну под водою. Медаль давно обретшего покой, исчезнувшего без вести героя. Десятки лет толкаема водой она катилась к берегу родному с известием, наполненным бедой, и доплыла, врастая в берег дома. А над ракитой старая изба, откуда уходил мужчина в бой. Балясин, почерневшая резьба, слетели ставни, окон взгляд слепой. Его здесь ждали долгие года. Больной отец и матушка с сестрой. Несла им весть железную вода, но слишком долго дом теперь пустой. Ушел отец, за ним усохла мать. Сестра в печали скоротала век, навеки вечные их отправляя спать, похоронилась добрый человек. А здесь, недалеко от их могилок, медалька под ракитой лежит последней весточкой о брате и о сыне, о том, что он сразился и убит. Недавно был праздник 9 мая. Злата Фидарова сфотографировала на Хиштарту Фаршну Батышу Гоймак. Вся в медалях, в орденах, у нее боевые медали были медали санитарки, донора. Человек спасал жизни, она вернулась с войны, она продолжала спасать жизни здесь, отдавала свою кровь в прямом смысле. Эта женщина лежит сидит в инвалидной коляске. Я увидел эту фотографию, меня она поразила. И в тот же день было создано вот такое произведение. Кровью завоеванное счастье. У окошка женщина в наградах, за окном шары и детвора, не спала, готовилась к параду, день, когда закончилась война. Сквозь стекло вдруг полыхнуло пламя, потолок и стены в пыль и прах. Над Рейхстагом гордо реет знамя, слезы радости на выцветших глазах. Те, что потеряли кровь и семьи, радостью светились и печалью. Защитили от фашизма землю, а куда вернуться им не знали. Среди них она совсем девчонка, так же, как и все, не верит счастью. Слезы по медалям лились звонко, принимая в радости участие. 5 минут назад на поле брани, перемазанной кровью и землей, бинтовала санитарка раны, моя лица раненых слезой. 5 минут назад. А будто вечность, миг один похожим был на год. Хрупкие несли к Берлину плечи многих, кто окончил здесь поход. При параде женщина в коляске нежно гладит слезы ордена, кровью завоеванная сказка алым кумачом обогрена. Я хочу подарить тебе небо с облаками и радугой нежную, высоту, где никто еще не был, и свободу бескрайне безбрежную. В небесах кружат птицы и ангелы. Я боюсь потерять, заиграйся,
бесконечная звездная мандала. Я боюсь, что ты в ней затеряешься. Я хотел бы смешать утро с вечером, подарить тебе жизнь и большую гроздь. Я хочу подарить тебе вечную, нескончаемо добрую молодость. Я бы взял океан глубокий, с островами и рифами смелыми, положил бы все это под окнами, под ногами отчаянно белыми. Я в кувшин собирал для тебя моря, Посейдон сурово нахмурил бровь. Как же выносит тебя земля? Просто возьми, подари любовь. Солнце от смеха рвется, нет, это зря ты спектакль остановил. Столько в галактике нет планет, сколько у парня этого сил. Понял я, Господи, благодарю вас и ночь, и свет, сердце навеки тебе подарю. Такой любви ты не встретишь, нет. Я был вчера очарован тем, это было здорово, как читала Вика Купеева. Еще одно стихотворение, один стих Асманбека Багиева. И мне хотелось прежде всего поблагодарить Аслана. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, тогда будем без микрофона. Огромные слова благодарности, Аслан. Я совершенно недавно познакомилась с его творчеством. Настолько прекрасный, глубокий, великолепный. Можно совершенно разные эпитеты произносить сейчас по поводу его стихов. Настолько пронзает душу. Я, конечно, прочитала не все, потому что их настолько много. Это такой большой объем произведений, которые, конечно, не перечитать за 1, 2, 3 ночи. Их надо, для этого нужно время. Вот. Аслан, еще раз спасибо огромное вам, что вы сегодня пришли, и вы чувствуете, что вы прониклись. На этой сцене были разные возраста, так скажем. Были дети, были взрослые, и каждый из нас вложил свою частичку своей души в эти произведения. И мне хотелось бы представить еще один стих на ваш суд. Стихотворение лирическое, но очень жизненное. Влюбленный лист. Солнце радостью лучистой наполняло мир. Нежно зеленели листья, набирая сил. Засиял под солнцем лист на высокой ветке. Безупречно духом чист, полюбив соседку, днями ей шуршал на ушко, бойко шелестел о любви твоей подружки, каждой жилкой пел. Осень заменила лето, дождь сменяет зной, шепчет милой о рассветах листик пожилой. Желтый лист шептал подруге о любви своей, предлагал свои услуги, улыбался ей. Ветер оторвал от ветки, в танце закружив, первый раз держал соседку, рядом жизнь прожив. Опустив ее на иней, рядышком прилег и застыл погодой зимней у любимых ног. Большое я очень тебе благодарен. Должен был читать стихи Казбек Лали, но вот он не смог, но это вот такой молодец, хороший человек, он записал. С ветрами балуясь, шутя, задумываюсь часто я
Окинув землю с высоты, кому мне подарить цветы? В закатных солнечных лучах, в рассветах утренних ночах ищу и в бликах темноты, кому мне подарить цветы? В журчании людских речей, в мерцании лампад, свечей не оставляю я мечты кому-то подарить цветы. Кому же? Где она и кто? Я в каждое смотрю окно, плененный светом красоты, держу в руках мои цветы. И сам не замечаю я, как землю и людей любя, в плену добра и чистоты, везде роняю я цветы. Куда бы я ни заглянул, в поселок, городок, аул, я нахожу свои следы. Везде живут мои цветы. Летаю ветром над землей, не нахожу себе покоя, высматриваю, где же ты, чтоб подарить тебе цветы. Сознанием запечатленный холст. Владикавказ взирает на луну, бурлящий терек под китайский мост несет свою могучую волну. Чуть ниже, по течению реки, на берегу валун лежит огромный. Творение невидимой руки, семиравнинный отпрыск горный. Природой чудно выбиты ступени, воссоздают в уме карандаши, два сердца на вершине камня пели, смеялись две влюбленные души. Сияли звезды, и ярился терек. Он призывал в свидетели луну. Увлек мужчина девушку на берег, и здесь она доверилась ему. Война не пощадила их и многих. Теряя дух, не жалуя костей, на невеселых фронтовых дорогах он ждал письма и радостных вестей. И вот оно, Владикавказ не сдался, погнали немцы осетины прочь, ребенок и старик за город дрался. И знаешь, я тебе родила дочь. Без дома мы, снарядом разбомбило, но мы за город выиграли бой. Когда ты возвратишься, мой любимый, у камня мы увидимся с тобой. Счастливый день. Мужчина улыбнулся, израненный рукой уперся в кочку и, прошептав «Прости, что не вернулся», гранату бросил за тебя и дочку. Старушка, положив цветок на камень, рукою гладит странные ступени. Тревожит сердце раненая память, сидят, обнявшись на вершине тени. Владикавказ под лунною звездою несется терек под мостом китайским. Седая женщина, промокшая слезою, стоит и ждет обещанного счастья. А я приглашаю на сцену Тамару Кайбекову. Представитель администрации местного самоуправления Арбатова Радакух. Нет ни одного культурного мероприятия, на котором бы Тамара не присутствовала. И каждый раз вот мы воспринимаем ее слова как вот такое освещение этого события. Дорогие друзья, конечно, мы сегодня с вами свидетели очень теплого, такого поэтического вечера. Потому что, знаете, когда люди вот в одном порыве хотят читать стихи, сегодня это вот необычайно трогательно.
И вот я сидела, и, Аслан, я впервые вас узнала, когда вы еще во времена Багиева, когда он был мэром города, главой администрации, вы прислали нам по почте в обыкновенном конверте, прислали письмо. И когда я открыла это письмо, было на мое имя это письмо, и там его рукой, небольшим мелким почерком написаны стихи о городе Владикавказе. Это были одни стихи. И потом было следующее письмо, а все как бывает некогда, думала, ладно, потом я все-таки созвонюсь, узнаю, кто это. Я отложила это письмо. Вслед за ним через какое-то время пришло второе письмо об Осетии. Такие же теплые стихи. И тогда я уже села, сделала такое вступительное небольшое слово, и мы опубликовали его стихи в газете «Владикавказ». И стихи о городе сегодня вот читали, девушка читала, вы слышали, и стихи о нашей Осетии. И для меня, например, очень важно, что вот когда я шла на эту встречу, то заместитель главы нашего города Роман Газюмов говорит, что мы учились в одно время, но в школьные годы Аслан, на мой взгляд, вот такой у него не было как бы тяги к поэзии. Для меня, говорит, это открытие, потому что я знаю, что он занимается тибетской медициной, я знаю, что он вот такими вопросами, да, но то, что он пишет стихи, он сегодня на топонимической комиссии хотел сам прийти посидеть, и передал тебе большой привет, передал и сказал, что пожелать тебе самые-самые, вот те, чтобы ты мог эти высоты поэтические брать легко, вот как сегодня, так очень-очень долго. Ну и потом у меня еще такая вот миссия тебе вручить грамоту. Это тебе от Зураба Магиева, потому что это депутат действующей Государственной Думы. И он, когда узнал, что сегодня такой вечер, он позвонил, говорит, я вас очень прошу, можете вот такой вот передать обязательно. Мы его награждаем от нас, от нашего имени, вот такой грамотой. И вот сборничек тебе от нас. Это Владикавказ в 3 измерениях. Я тебе всей души желаю, чтобы вот твой путь в этот сложный, тернистый, но очень интересный путь, вот этот поэтическую стезю твою, чтобы ты мог наполнять все больше и больше, потому что слово твое, ты видишь, и детям нравится, и взрослым нравится. И, может быть, сегодня кто-то из нас посидел и не услышал, кто-то плохо слышит, кто-то еще по какой-то причине не почувствовал, вот может быть даже, звук твоей поэзии. Я уверена, что сегодня мы придем все домой, откроем и тот же Facebook, и еще где-то, и послушаем еще раз твои стихи. Спасибо тебе. Спасибо, Тамара. Под ваши аплодисменты. Я не знаю ни одного поэта в Осетии, кто бы не коснулся темы Беслана. Каждый год, я не помню такого года, чтобы 3 сентября я не приехал в Беслан. И само это слово для нас давно уже вот стало в какой-то особый, не знаю, ряд, скорбный ряд, невеселый. Но это то, что стало нашей историей, и это то святое, которое, может быть, нас одно из тех, может быть, немногих, что на самом деле нас и объединяет, и заставляет нас чувствовать нас единым целым. Стихи, посвященные Беслану, прочитают молодые ребята, и я с удовольствием хочу пригласить Зарину Даурову. Покоен духом за себя, я стар. Увидеть смерть придется всем на свете. Я понимаю тех, кто жить устал, но не хочу понять, что гибнут дети.
Родить дитя и вырастить мужчину, забывший о здоровье своем. Внезапно, по неведомым причинам, молебен отходной по ним поем. В душе родителя слепая темнота. Сгорают, не давая света, свечи, когда внутри немая пустота, и пустоту заполнить эту нечем. Проходит страх, и боль срывает тело, и каждой клеткой кроет небо мат, их горем черным, траурным отделом, и в клетках этих воет каждый атом. Родителям не до людского шума, боль нескончаема, и ручейки из глаз. Кто пережил такое, все же умер. Кто пережил такое, умер много раз. Что пользы вам от скорби посторонних? Какая радость от отпущенных грехов? От заверений в дружбе пустозвонных, моих слезой написанных стихов. Сослав Латаев, праздник зверя. Не мог он обойти своим вниманием, конечно, Беслан. Он написал много стихов про войну, но Беслан — это наша ближайшая общая боль. Праздник зверя. Последним днем прощалась с нами летом. Пареет осенний, открывая двери, и осень, принимая эстафету, несла земле цветные акварели. С улыбками ее встречали люди, но осень вместо нежности и ласки на акварель, наваливаясь грудью, смешалась с грязью радужной краски. Безумный день расширил очи, объятый ужасом великим, и ввергла тень в пучину ночи, и замер свет в безмолвном крике. И вздрогнул мир от страшной вести, происходящему не веря. Земля, сраженная бесчестием, взирала на жестокость зверя. Молили о пощаде горы, сидящих там, на облаках. За добрый осетинский город, где радость превратилась в страх. История скрывает годы, увечья, тяжести потерь, но ту звериную породу в Беслане помнят теперь. Не удержали зверя в клетке, направив стопы в школу, где от жажды умирали дети, он радовался их беде. Он ликовал при виде горя, горящих в пламени людей, слезами заливая город убитых болью матерей. Любимый нами праздник школьный, когда добру открыты двери, сменился ужасом и болью и превратился в праздник зверя, уносит время боль утраты. Но память бережно хранит глаза детей невиноватых, а по душе звонок звенит. И мамы со своей любовью все молятся на образа, а школа вся залита кровью и горем залиты глаза. Зал обоев, братья из спецназа. Прежде всего, мне хотелось бы сказать огромное спасибо, Асланбек, вам, что уделили теме Беслана, теме блог, не всех. И, конечно же, это огромная честь для меня прочитать это стихотворение. Это для меня первый опыт участия в подобном проекте. Чувство ответственности перед вами, как автором, и, конечно же, перед братьями из спецназа. Все рухнуло. Мечты, надежды, вера. Затмило солнце тучами беды, пришли на землю осетина звери, последний, отобрав глоток воды, у маленького детского создания, стремившегося к свету и познанию.
Мир раскололся, застонали горы, перевернув сознание людей, в беслане звери захватили школу. Ни в чем не винных маленьких детей накрыло небо пеленою боли, забыло сердце матери от боли. Не знал отец и думала ли мама, когда тебя растила русский брат за сотни километров от Беслана, что мальчика для подвига растят. Ты знал, куда ведет тебя дорога, и прямиком вошел в обитель Бога. Не удержать слезы. Смотрю на фото. Обычный, как и все, российский парень, спиной прикрывший жизнь от пулемета, укрывший грудью родину в Беслане. Я вижу горе безутешной мамы, с безудержною болью до конца нести незаживающую рану больному сердцу бедного отца. В глаза гляжу тем 10 солдатам, что встали на пути звериной стаи, не убоялись под свинцовым градом, и вижу, как они заходят в рай. Покрылась вечной славой ваше имя, в бессмертие вела дорога эта, и вы уже не стали бы другими, помеченные ангелами света. Те дети, что прикрыты были вами, они растут, запомнив ваши лица. Те 10, что навстречу смерти встали, восстали сотнями, и кто зла не убоится, и вечно жить погибшим на Кавказе живыми в списках славного спецназа. А я стою в надежде разрыдаться, собрать бы на дорогу денег, силы, с отцами, матерями повидаться, героев, что погибли за Россию. Я приглашаю на сцену председателя Совета ветеранов Осетии генерала Султана Наримовича Кабулова. Наримович Кабулов. Меня слышно, да? Да. Дорогие друзья, вечер прекрасный. На самом деле я наслаждаюсь тем, как вечер образован, как он проходит и какие замечательные у нас молодые люди в лице Аслана, который достигает сияющей вершины поэзии, философии. Дай Бог высокого полета. Вот люди, нормальные люди, когда рождаются, ходят и учатся танцевать, плясать, стихи писать. А как я ненормальный, как появился, куда-то меня понесло по этим просторам высоким, и все равно приехал я сюда. И горжусь тем, что сегодня в Осетии такие молодые люди, как Аслан. Я вам желаю высокого полета. Стихи я не буду читать, ибо у меня очень плохо получится. А вам я по-человечески желаю высокого полета. Хачимурат, да сармон берут, задохов амажину, да нахаш бар, ракурт дай, нахаш бар да. Первые несколько человек, которые выходили сюда на сцену и говорили, мы волнуемся. И это не впервые, когда сидишь, когда выходит, говорит, я волнуюсь, и понятно, волнение. А вот сегодня волнение, говорили, волнуюсь, я их так понимал, потому что мы с ним так не заботились. Я считаю, что все, кто здесь сидит, все сердце стучит по-другому. Я потрясен сегодняшним днем, абсолютно. Я сейчас скажу почему. Мы живем в какое-то непростое время.
в переломное время, в непонятное время. Мы теряем все, что накопилось нашими старшими. Мы когда теряем. Мы веру в друг друга теряем. Мы вообще веру в Бога теряем. Сегодня через несколько дней Рамадан, Ураза, как называют ее, это месяц очищения, чистоты, прощения, месяц надежды, добра. У нас два человека, взрослых человека, поругались, подрались друг с другом 1,5 года назад. Мы их позвали, и мы их не могли помирить. Я думал постоянно в Рамадан, а как эти люди молятся? А зачем они молятся? Они их не прощают, Бог. Нам сказано, что если человек не простил друг другу, то их молитва не принимается Господом. Хадис такой есть. И сегодня мы их позвали совет, и нам удалось это сделать. Мы их помирили. Я говорю, я теперь спокоен, чистым Рамаданом, вышел, я говорю, я пойду к ему. И у меня сегодня такой счастливый день, что я вот что-то сделал, что как-то прожил сегодня хорошо. А я сижу здесь и понял, что это вообще мелочь была. Я понял, что мы все по-другому сегодня жить начнем. Нам чего-то не хватает. Вот вчера была круглый стол у нас большой в центре, и мы обсуждали стратегию Северной Осетии, планы, как нам поднять Осетию. Я сидел, слушал и говорю, вы не понимаете одну феноменальную вещь. Вы говорите о экономических планах, вы говорите о какой-то стратегии, чего-то хотим, где-то что-то стараемся. А где народ в этой стратегии? А где в этих планах наши люди? Они же не работают, они же не видят друг друга, они забыли, кто они есть. Эти планы беспочвенны, бесфундаментальны, если там человека нету. Почему советская власть поднялась мгновенно? Каждому человеку было место, для каждого была ниша. И когда вот вспомните про людей, включите в эту программу, и будет прекрасно. И я вышел оттуда с кем-то, и мы идем, и вот я оптимист, но мне больно было, я говорю, когда мы поднимемся с колен? Я сегодня понял, что мы поднимаемся. Я сегодня хотел бы, чтобы те люди, которые там сидели, присутствовали здесь, я сегодня настолько потрясен, что мы живем, мы будем жить, я вот сейчас по-другому мыслю. Вот эти дети, которые здесь стихи читают, Эдуард, спасибо тебе, которые так искренне говорили, они по-другому будут жить. И рядом кто рядом с ними, тоже по-другому будет жить. Я думаю, и наши ветераны сегодня увидели, что мы проснемся, мы встанем. Асланбек, ты сегодня сделал в моем сердце переворот. Я благодарен тебе, Господу, в первую очередь, что я сюда пришел, что попал, что я это увидел. Я не мог сейчас это не сказать. Просто я вот сидел, и когда говорит, что здесь человек, женщина, я как волнуюсь. Я там сижу, у меня сердце стучит, потому что вот я это хотел увидеть. Я хотел увидеть, когда проснется наша культура, наша совесть, когда проснется, наша я национальная, когда проснется. Я вижу в нем, в тех, кто это организовал, в этих детях, которые остались не от волнения, она не забыла, а просто волновалась, переволновалась. Это прекрасно. Эдуард, спасибо тебе, как ты ведешь, за то, что мы есть, Господу спасибо. И я хотел бы всех ветеранов поздравить, я вас всех поздравил 9 мая. Это особые люди. Я сегодня шел сюда и вспомнил, я зашел сюда, попросил 15 минут, что я буду помолюсь, у нас молитва была, и вернусь. Я всегда радуюсь, когда вижу ветеранов, просто радуюсь. Эти люди, которые прошли все. И я вспомнил такой момент. Недавно мы, когда-то что-то бывает, как-то оказываем какое-то внимание. И получили мы какой-то вот садака, груз гуманитарный. И мы раздали всем. И раздали ветеранам тоже. Я после этого собрал своих ребят и сказал, мы это делаем для того, чтобы человек как-то знал, что о нем не забывают, что мы все живем одной семьей, и это естественный процесс, и не надо нас за это благодарить. Я благодарю тех, кто это позволяет сделать, чтобы мы им что-то принесли. И, конечно, никто не благодарит. Все ветераны позвонили поблагодарить. Я готов был плакать, женщина звонит, я говорю, спасибо вам, что так получилось, не нам. А за остальных никто не позвонил. Это другой народ. Спасибо вам всем за Бахману, Твидару.
другую Осетию, которую я хочу видеть, которую я люблю, увидел Астара и да, вот этой девочки, которая моргает и сидит улыбается. Забах будут, Аслан, Забаху. Хаджи Мурат, мужик из Таргуша. В любой настоящей поэзии есть душа, есть Бог. И вот то, о чем сказал Хаджи Мурат, это на самом деле так. Человек не может жить без святого. Человек не может жить без души. Человек не может жить без любви. А уважение к другому человеку — это тоже любовь, это тоже... Потому что если мы не будем понять друг друга, увидев другого человека, улыбнуться, когда надо просто подставить плечо. И вот обо всем этом, на самом деле, те стихи, та поэзия, которую мы сегодня слышим, которую читает Аслан, которую читают и взрослые, и дети, и то, как они читают, опять-таки я хочу сказать, это на самом деле есть. Вот я оптимист. Зная, насколько в жизни все сложно, я когда вижу детей нормальных, здоровых, мне иногда даже кажется, когда вижу на кашарта в Ахдаунджинда, пирах и штабе. На когда знал вином, то он кашарта и саргулка. Может быть, потому что взрослые слишком обременены какими-то условностями, какими-то обязательствами, какими-то ложными представлениями и ложными ценностями. А ребенок еще не закостенел в этих условностях. И поэтому он видит, и он в нем, в человеке, естественно, все равно естественное стремление к доброте, к нормальности. Я всегда говорю к норме. И эта норма есть в жизни, она, слава Богу, я надеюсь, она вытащит нас. И сейчас, вот Злата настойчиво говорит, что сейчас будут ролики. С Асланом Пагиевым я знаком с детских лет. Если быть точнее, со школьной скамьи. Учились в одной школе, в знаменитой Лагирской второй школе. Знаю его только с положительной стороны. Человек, который, по-английски часто выражение такое слышишь, да, self-made man, человек, сделавший сам себя. Вот про Аслана можно сказать в полной мере, что это человек, сделавший сам себя. Очень талантливый человек во многих областях, и в медицине, и в спорте, и в танцах, особенно, значит, все, что касается в познании исторической науки и истории Осетии и Алан. Я очень рад, что у него вышел вот его первый сборник, который называется «Француз». Очень надеюсь, что будет продолжение творческой стези, что называется, в этом направлении. Очень надеюсь, что слог и лексика этого, еще раз не побоюсь этого слова, одаренного человека будет совершенствоваться и совершенствоваться. И надеюсь, что он всех нас будет еще радовать своим творчеством. Асланы пагаты жонын рагай, мабынтык жон удив кефе куштон, мана сынок чины гравахта. Ну, мананай барга жахта бала варказдан, фала ертакадар, мапугада май, фала я вацага тыгыржгоной бакастан стазыны пыштафе куштоной, хорш хабартазишем, манан тыгыржгону. Вазма ирыштона, ирванадама, я хамчингада, фулдарква, вот на фашиватар, надамдар, узыштыра шухтар, макачиндар саркалыш. Ужнаган. Асланбек, я поздравляю тебя с презентацией книги «Француз». Ты написал очень хорошую книгу, мне она очень сильно понравилась. Молодец, ты у нас самородок на самом деле. Я мало видел таких поэтов, как ты. Спасибо, я могу сказать огромное Сергею Кельменовичу Такоеву за то, что он помог тебе выпустить эту книгу в свет. У тебя еще есть 4 рукописи. 3 на русском языке и 1 рукопись на остинском языке. На остинском языке тоже я прочитал, очень хорошая, удивительная книга, и, кстати, тем более она нужна нашей молодежи. На сегодняшний день она необходима нашей молодежи. Я тебе желаю счастья, здоровья, добра. Будь таким, какой ты есть.
Мы с тобой дружим уже давно, и я надеюсь, наша дружба продолжится. Спасибо тебе огромное. Хочу поздравить Асланбека Пагиева с первой презентацией его книги. Хочу пожелать ему успехов, чтобы он не останавливался на достигнутом, чтобы продолжал радовать нас, читателей, своими стихами, романами, чтобы добивался больших успехов, чтобы продолжал писать. Желаю ему удачи, успехов и здоровья. Aslanbek, дочинок француз мохрерасы. Фандыма даван жардия гарфатараканы. Фулымны пендеррештегней, мана макыштугал куштан. Магаштыгын жардия гарфатаракан зашты, мафина дымбатта. Нина, Ката, ама Вероника. Нина табаши. Aslanbek, Arpaden Kanen. Aslanbek, Arpaden Kanen. Birashar. Arpa, Aslanbek. Paljon onnea. Onnea myös suomeksi. Когда говорят, что талантливый человек талантлив во всем, то это тот случай, когда можно сказать об Асланбеке Пагиеве. Потому что мы знаем, и все знали, что он очень талантливый, успешный врач. И тут, конечно, для меня было неожиданно, когда мне подарила свою книгу француз. И тем более, когда там я какие-то добрые слова в свой адрес услышал, у Петербурга читал. Поэтому это, конечно, очень приятное впечатление, но сам факт, что человек находит время, это, наверное, Божий дар. Когда человек, кроме своей основной профессии, имеет страсть и Божий дар творить слово, да, и вот читаешь книжку и чувствуешь, что в каждое стихотворение Аслан вкладывает душу и чисто какие-то человеческие помыслы свои. Поэтому хочется, чтобы он больше творил, хочется, Аслан, чтобы у тебя все получалось. И, конечно, наверное, и мы не должны быть в стороне, потому что я знаю, что несколько книг у тебя еще не издано. Очень хочется, чтобы они вышли в свет, чтобы мы все могли с ними познакомиться, почитать, прожить те мгновения, которые ты вкладывал в эти строки, которые пишешь. Поэтому я тебе желаю успеха, поздравляю с сегодняшней презентацией. И дай Бог, чтобы это творчество не иссякало, и мы много раз еще собирались по такому доброму и хорошему поводу и наслаждались твоим творчеством. Но мы продолжаем, огромное спасибо за такие добрые слова, мы продолжаем читать и слушать стихи. Рубрика разная, хотя не бывает разного. Стихи, они всегда конкретные, они всегда о настоящем. Итак, я приглашаю на сцену Людмилу Солокоеву. Стихотворение, которое я выбрала, то есть люди моего поколения, чуть младше, чуть старше, я думаю, у всех есть ностальгия по тому Советскому Союзу, который мы знали, в котором было столько теплого, хорошего, чистого, и не важно, что сейчас об этом говорят, все это было, то, чего сейчас не хватает. Вот такое замечательное стихотворение Асланбека Пагиева, сейчас прочитаю. Называется оно «Обидная правда». Года, как молнии, летят, морозы слякоть за окном. Вокруг меня толпа ребят, в руках желтеющий альбом. Не верят детские глаза, не слышат уши чудаков, что дождик чистый, как слеза, на землю падал с облаков. И что, разувшись, стар и млад, не мог пораниться стеклом, и был ходить безумно рад по теплым лужам босиком. Посуду выносил народ, и набирали для еды с небес струящимся дождем дистиллированной воды. Глазеет ребятня в альбом, развешанный на стеклах узоры, сотканные льдом на новогодних окнах.
двора в сугроб сливают лыжи. Ребята дружного двора, шатен, блондин и рыжий. Вот этот на коньках таджик, в тулупе тот татарин, с улыбкой на снегу лежит простой кавказский парень. Одной семьей жили мы, делились всем на свете, великой родины дары, страны советской дети. Считали мы своей родней учителей, соседей, мы были дружной страной и лучшей на свете. Блуждает жадно детский взгляд по старым фотоснимкам, та жизнь для нынешних ребят, волшебная картинка. Головушкой малыш паник, заволокло водой глаза. Мой самый добрый ученик на воротник легла слеза. И он задал один вопрос, за горло взявший старика. Текла в ночи на прядь волос соленых слез моих река. Вы жили в сказочной стране и жили как одна семья. Чему у вас учиться мне? Чему научите меня? Вы, что свое не удержал, те люди, что когда их били, в углу беспомощно лежал, смотрели, как жизнь его убили. Дорогие друзья, не могу сдержаться и высказать восхищение сегодняшним вечером. Презентация книги Асламбека позволяет не только нашу республику, но и всю фамилию, к которой я тоже принадлежу. Поэтому хотелось бы от фамилии высказать всем благодарность за сегодняшнюю презентацию этой книги и многочисленные пожелания. Со своей стороны хотел бы сказать Асламбеку, чтобы он учился у великих наших предков, поэтов, не только Коста, но и Кайтукова. Есть такой Кайтуков был, с которым я впервые познакомился, и ради книги которой я полюбил свою родину, полюбил наши горы, полюбил ее историю, очень богатую историю. Поэтому я хотел бы вам пожелать, чтобы вы в своей тематике больше занимали вопросы воспитания молодежи, воспитания патриотической молодежи, потому что Осетия – это особенная нация, которая любит свою родину, которая любит свою армию. И всегда найдете любовь и уважение всей нации. Поэтому я пожелал бы вам успехов в дальнейшей службе, то есть в дальнейшей творческой деятельности. Будьте здоровы и видите, Я приглашаю на сцену представителей комитета матери Ислама. Добрый вечер, уважаемая аудитория. От имени общественной организации Ассоциации жертв террористических актов Комитет матери Беслана я хочу преподнести в дар символ скорби и печали Беслана уважаемому Асламбеку Багиеву. Но прежде я, Асламбек, хочу поблагодарить вас за ваше творчество, за вашу работу, но хочу
вот о чем сказать еще раз. Когда бывает вот такая возможность выйти перед аудиторией, я всегда говорю спасибо людям, что все эти годы вы рядом с нами, что эту боль вы разделяете с нами, и я вам всем кланяюсь. Завтра, знаете, завтра 25 мая. Это праздник во всей России. В Беслане тоже будут праздники во всех школах. Последний звонок. И, знаете, будут выпускаться последний выпуск тех, кто пошел в 1 класс в 4 году. Ну, знаете, не все дожили до этого праздника. И те, кто навечно остался в 1 школе, им воздвигнут мемориал в Беслане. Он из металла. Но знаете, время разрушает и камень, и металл, и дерево. Но есть памятник, который вот уже 12-й год воздвигают люди, которые посвящают трагедии книги, посвящают трагедии песни, стихи. Этот памятник будет стоять в веках. Я благодарю тех, которые свое творчество посвящают детям, которые погибли в Беслане. Спасибо вам большое, Асламбек. Жаждайма, анзалгай, чиаражу, уйдузани, тандрюдюрса, муалзан, нуша, махта, мадалу комитеты, лавайкана, манахас балаш, карам балашу, древо скорби. Это символ скорби сейчас. Вита, покажи сюда. Ниже. Поводын ақты, нажарды жағам, амадын асы балаш, да он тауын сарды балаш. Да, пушткай каншма, адаман кайно бартаныш, хиштарай, манана качы хиштарда, шатубын калдой, любошта хашту, она досаж бирам завгатын пыштай. Ода шипалат кандыр, ода важон зинаду кайдар, ода сарангон вира, посукару домой, ама адаман шашалды таку, полман дарканай, сарашут дарканай шасар, аман саурат, мадам, яхамат дарканай, ламат дарканай. Когда мы говорим о том, что вот мы оптимисты, это не на пустом месте, потому что я убежден, что опору для оптимизма каждый человек все равно находит в жизни, и прежде всего в лице не каких-то стен, не каких-то материальных или еще что-то, а в лице конкретных людей. Вчера на репетицию Ренат Вычмазов пришел со своей молодой женой Дианой, в Ражмакаш, Даражмабад. И мы первый раз увидели эту девушку, и она сидела и смотрела, как мы читаем. Она в это время листала книжку «Француз», и потом сказала: ребята, можно я прочитаю вот это стихотворение? Вышла и прочитала. А можно, говорит, я завтра прочитаю это стихотворение? Конечно, можно. Диана Вычмазова, младшая. Все видели от сердца мамы дверцу, когда слезинка падала с лица. Но тот поймет родительское сердце, кто видел слезы на глазах отца. Придет тот час,
Когда вы все поймете, стрела разлуки горечью пронзит. Мне жаль, но вы обратно не вернете того, кто вас в душе боготворит, того, кто вашим потакал капризом, ни разу не сказал вам «нет», одно лишь «да». Все может повториться в вашей жизни. Родители не повторятся никогда. Вам не забыть родительские лица, любимых глаз, увы, не позабыть. Все в жизни может снова повториться, лишь папу с мамой вам не повторить. И вспоминая глупые раздоры, вы осознайте на жизненном пути, что все найти возможно вам повторно. Родителей повторно не найти. Вы знаете, кто вам не дал упасть, ведя вашу жизнь с насупленной бровью. Простите, что не надышались всласть, не поняли родительскую любовь. Мы же любим в последнее время в соцсетях писать какие-то статусы, еще что-то. Я как-то написал, в жизни достаточно хороших людей, чтобы чувствовать себя счастливым. И я, разумеется, чувствую себя счастливым, потому что есть Диана и Ренат, потому что есть Диана и Володя. Дианы Сарамон берет. Ну, а сейчас я приглашаю на сцену Рената Гучмазова. Портрет. На столике моем стоит портрет. Слезами горькими родных и близких вымок. И кажется, что шепчет, смерти нет. От времени увядший фотоснимок. Так тяжко без тебя, отец, болею. Что без тебя я, без твоих железных рук? Как сокрушаюсь об ошибках и жалею. Ушел из жизни самый близкий друг. Я так и не успел сказать спасибо. И не сказал последний прости. Свежие цветы, но срезанные, не живые. Им на твоей могиле не цвести. Я рад, ты не услышишь стон сына, как воет он от боли и кричит, как тонет в море слез, в тумане дымном. Ребенок твой, родившийся в ночи. Звездою яркою ты прогорел на небе, любя родных, друзей, весь белый свет, делясь с людьми куском последним хлеба, на ослепительный, меняя черный цвет. Я нависал над рамкой портретной, клубами надо мной табачный дым. Забвение памяти твоей не будет светлой. Ты будешь жить, пока живет твой сын. Пусть был не лучше всех, не ангел и не Бог, но жил он на земле, и он любил, как мог. Спасибо, Аслан, тебе за это произведение особенное. Это такое произведение, которое сразу трогает сердце. Когда он первый раз прочитал, не дочитал, не смог дочитать до конца. Я хочу тебе спасибо еще раз сказать. Это произведение всегда будет с нами. Когда человек уходит, остается это чувство всегда вот недосказанного родителям, что-то не сделал так. И вот такие произведения, они заставляют сердце жить и вспоминать самые лучшие моменты, когда наши родители были рядом.
Кучмазов. Я прожил за жизнь большую малую. Верный государству и отчизне, я трудился, не жалея сил, не жалея времени и жизни, родину, как мать свою любил. Стар стал, ни силы нет, ни мощи, все стране отдал своей докам. Плащ из ветра до костей заношен, дождь латает сапоги и шляпы. Шли на небо, а свалились в бездну, где под нами с жадными глазами пасть свою чудовище разверзла, поглощая все, что мы создали. Мне не надо орденов, медалей. Я прошу за жизнь большую малую. Заглянули бы на часок и сдали в ту страну, что нас не предавала. Два человека, дно и верх морской. Один искрит, другой убит тоской. Один здоров, бездумен, весел и беззаботен и красив. Другой, что голову повесил, велик душой, но еле жив. Он тоже был когда-то молод и видел жизнь наоборот, любил свой яркий светлый город, не закрывал от счастья рот. Он точно так же веселился, встречал и провожал гостей, за правду иступленно бился, своих не жалуя костей. Но час пришел, познав измену и ощутив в коленях дрожь друзей, предательство и ложь, улыбки грусть пришла на смену, и глядя юности доверчивых в глаза, и зная, истекает жизни срок, почувствовал, как катится слеза, и прошептал: живи за всех, сынок. И вновь стихи читает Аслан Пакиев. Ой, я извиняюсь, Бахатыр. Диана, ты нравишься, бабу тема Кэшиштата. Диана Черчесова. Спасибо большое. Трудно, конечно, говорить после таких стихов, после матерей Беслана, которые знаем, с какой болью живут все эти годы. Мы с вами. Я Аслана, я уже говорила, что я его знаю, извините. Но я его знала как очень любящего, преданного и очень заботливого сына. Я очень хорошо знала его маму. К сожалению, теперь уже, которые только смотрят на нас с небес. Конечно, хотелось, чтобы она дожила до сегодняшнего дня, была рядом с нами, но батюшка была настолько светлая, настолько жизнерадостным человеком, что она сейчас улыбается и радуется за сына. Стихотворение «Мама». Это стихотворение Аслан написал еще, будучи, когда был рядом с мамой, мама помогала ему в жизненном пути. По маминой щеке бежит слеза, стекает по лицу и капли на пол. У мамы самые красивые глаза. В них дождик синь небесный накапал. Когда-то, бегая по лужам и траве, коленки разбивая локотки, небесной радуясь открытой синеве, могла ли знать, что дни так коротки? Кто породил меня на этот свет?
кто дул на мой ушиб и гладил ноги, кто самый дельный в жизни дал совет, напутствуя меня перед дорогой. И ночью укрывала одеялом, часами гладила волосы мои. Кто может так любить меня, как мама? Чье сердце ближе, чем мамино? Чтоб в жизни не случилось с мамой, недуги и в смертельной хворобе, недоспавшей, слабой, усталой, мама будет думать о тебе. Все стерпеть готова, все ненастья, и с улыбкой доброй принести все, что дал ей Бог. Себя саму в жертву мамы чаю своего. Люблю тебя, как небо, как зарю. Ты свет, добро и счастье для меня. Я всех на небесах благодарю. Лишь время в твоей старости виня. Любите и цените ваших старших. В чем заключается, наверное, все-таки людей затрагивают, трогают стихи. И мы постоянно получаем записки из зала с просьбой разрешить им тоже прочитать стихи Аслана. Анна. Пожалуйста. Я с Асланом Пагиевым не знакома лично, но когда мне вчера вечером предложили читать какое-нибудь стихотворение, выбрать, которое мне ближе всего, я стала просто перекидывать в папочку эти стихи, потом поняла, что их там почти 40. И я поняла, что те темы, которых вы касаетесь, они очень близки мне. И потом стала, значит, каждое стихотворение отрывать от себя, от своего сердца, и не знала, что оставить. Вот я хочу прочесть сейчас одно стихотворение, но, честно говоря, вот до сих пор сидела, выбирала, осталось 3 стиха, и я не знала, какой из них выбрать, потому что каждая из тем, которая здесь вот звучит, не была поднята сегодня. Это, конечно же, тема любви, которая близка каждой женщине и вообще каждому человеку, и на определенных этапах жизни, когда мы что-то понимаем, проходим, очень четко отражается в стихах Аслана. Потом вот я выбрала очень такое юмористическое стихотворение Карла, которое было вроде бы так вот смешное, но с очень большим контекстом. И стихотворение «Дракон над городом». Тема, которая меня очень волнует лично, и я думаю, что волнует очень многих людей, но просто в связи с какими-то жизненными событиями, жизненным водоворотом мы не можем близко как-то подойти к этому вопросу. «Дракон над городом» — это стихотворение, которое отражает тему вопроса электроцинка. И вот я сейчас прям, наверное, приняла решение, что я прочту лучше его. Так как прогнозируют очень многие специалисты, что уже через несколько лет у нас в Осетии может не остаться ни одного здорового человека, ни одного, ни ребенка, ни взрослого. И хотелось бы, чтобы эта тема была актуальной и как-то решалась. «Дракон над городом». Из дыма создан, выхлопов фабричных, дракон кружит над городом бессмертным. В домах панельных, блочных и кирпичных десятками выписывает жертвы, взлетая в комнаты невидимо, без звука, на возраст невзирая и на рост. Чудовищные ложат лапы руки, роняя яды в легкие и кость. Дракон давно на службе у Харода, работает без сна и выходных. И восхищен работою дракона подземный бог, не видевший живых.
И днем, и ночью газы и металлы врываются в квартиры и дома, губя здоровье стариков и малых, богатством наполняя закрома того, кто обещал убить дракона. Кому поверили, оружие вручив, кто обещал на страже быть закона, был убедителен и так красноречив. Но золото посыпалось мешками, с ухмылкой купил его дракон. И ум, и совесть вместе с потрошками, блестящих надарив ему сукон. Крадется смерть по городу незримо, болезни селит к беднякам и знатным, тела наполнит выхлопом и дыбом и соберет плоды великой жатвы. И все-таки неумолимо приближается время, когда нам надо сказать друг другу огромное спасибо и до скорых встреч. Но до этого последнего, к сожалению. Девочка, пожалуйста. Я не могу такой маленькой девочке отказать. Пожалуйста. Две девочки. Моя Осетия, героев кузница и колыбель поэтов, ступень последняя у Божьего порога, земли граница и граница неба, избранница неведомого Бога. Играют ветры в горных лабиринтах, сметая с листьями следы былых побед. Хранятся в камне имена великих, незыблем предками оставленный завет. Несутся реки буйные со склонов, ревут и пенятся, сдвигая валуны. Взлетают в небо брызги, и с разгона врезается блестящий серп луны. Сходили ангелы на землю по ступени, что возлежит у Божьего порога, и проводили свой досуг и время в делах земных с избранниками Бога. Осетия, мой добрый, светлый край, пронизанный насквозь великим духом, живи в веках и процветай. Пусть наполняет землю слухом твой шелест леса, быстрый ветер, рожденный девственной природой, о чести, мудрости, завете и сердце твоего народа. Герман, Данумажев. Как зовут? Лана. Как? Лана. Лана. Как там? Пока. Да, Сарама Мира. Так, еще одна артистка. А тебя как зовут? Лера. Лера? А фамилия? Абаева. Абаева. Итак, слушаем Леру Абаеву. Жарон Фандер. Жарон Фандер анархады сары рачбан хашы. Кыныкау кыш худы рагоны бадда машы. Чижи кухты юны жар. Ай тоштил я калашкаутыл. Анкылсты кавляя луарит Фандеране нахасантыл. Адам юхаташин дма. Алкаманын дишерт хорт. Баштори ирон вашибат. Матая жертты корт. Мыши Фандер жарон канта, нуката, амакаретта, калзак решта джуланта, дарка хашта усыпатта. Нари жахлы кухты удары, фешат кавчитан шафат. Ро Фандер, Речипын анаркады Ро Фандер
Ратуши, Канакалка, Шуды, Рагуна, Матамши. Фотосессия. Спасибо огромное. И мы предоставляем заключительное слово нашему герою, а не виновнику сегодняшнего вечера. Я на двух стульях обычно сижу. Там дезинфицировалось. И все-таки я бы хотел закончить темой родителей. Отцага малды фешан фалежин. Штырлыган, несиш. Чишна же бяха, чишком, сансонка, маниша. Как мне вернуть вам молодость и силу? Наполнить юностью и кровью ваши жилы. Она звонила часто, просто так, без повода. И это раздражало. И я был законченный дурак, так мало пообщался с милой мамой. В погоне за рублем, в пылу работы всегда мешали мамины заботы. И я, бросая трубку, говорил, перезвоню. Ну так и не звонил. В кругу застольном, в яростных утехах звонок от мамы создавал помехи. Сейчас перезвоню, я говорил, но задавал и не перезвонил. На сердце пусто, холод леденящий, и от обиды на себя меня трясет. Звоните, говорите с мамой чаще. Пока не поздно, выскажите все. Я, засыпая, часто вижу сон. Отец рукой машет. Догони! И, надрываясь, плачет телефон. И мама просит, сын, перестань. Спасибо огромное. Вот очередной вечер, удивительный вечер в стенах этой библиотеки. Я убежден, что он дал нам всем, каждому, что-то очень доброе, очень ценное, и оно обязательно останется с нами. Спасибо вам огромное и до новых встреч. Я хотел бы сказать большое спасибо всем, кто сегодня решил уделить время мне. Я не смогу вернуть вашу жизнь обратно, я вам очень благодарен. Что нужно?